Добрый день, дорогие друзья! Снова с вами в эфире организация Лошара в нашей рубрике «Прямой эфир сотрудникам Лошара». Сегодня ведущим нашего эфира будет руководитель направления «Культура», заместитель руководителя обособленного подразделения в городе Черкесске Мурат Смаилович Муков. Все, я передаю ему слово. Приятного вам эфира и надеемся, у вас будут возникать интересные вопросы, которые мы, соответственно, будем передавать Мурату Смаиловичу, чтобы он озвучил на них ответ. Удачи! Спасибо. Шомш Бзита. Добрый день. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, чем занимается отдел культуры в АНО Лошара. Вот, прежде чем начать, скажем так, наше интересное собеседование, я хотел бы попросить наших зрителей YouTube-канала, и тех, кто смотрит, и тех, кто не смотрит, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ставьте лайки, увидите, узнаете очень много интересного. Не только про культуру, но и про все другие вас интересующие моменты, скажем так. Чем занимается АНО Лошара, что она делает в ближайшие дни и что она будет делать. Как говорится, следите за нами и будете в курсе всего. Вот, заранее спасибо. Теперь к тому, чем занимается отдел культуры в АНО Лошара. Отдел культура занимается, в принципе, тем, чем занимаются все отделы, то есть развитие гражданского общества. Как отдел культуры может развивать гражданское общество, спросите вы. В принципе, все, скажем так, направления жизнедеятельности человека, пусть это будет здравоохранение, культура, юриспруденция, там, я не знаю, много чего, как бы, да, везде есть свой аспект развития гражданского общества. Вот, в отделе культура, естественно, гражданское общество можно развивать с помощью тех же самых мероприятий, которые, в принципе, входят в культуру на сегодняшний день. Очень много вещей, скажем так, мероприятий, которые бы сохраняли, продвигали, сами делать, создавать. Не трудно. Не ждать, пока это сделает государство, не ждать, пока это сделает какая-то общественная организация, или же совместно с общественной организацией это можно сделать. Организации, государства не сами могут и не все аспекты могут охватить. И может это не так быстро будет делаться, скажем, годами, это будет длиться. Я думаю, если в принципе люди, которые хотят продвигать культуру своего народа, обычаи своего народа, искусство своего народа, которые болеют за язык, за культуру своего народа, они могли бы присоединиться к нам, присоединиться к другим общественным организациям и помогать или совместно даже делать, а может даже и самим обычные вещи на благо своего народа. Скажу, что через гранты, например, гранты, которые предоставляют общественные организации, вот, можно участвовать в них, в принципе, и делать какие-то. Вот, это вот так коротко. Я бы хотел перечислить мероприятия в плане на 2018 год. На все мероприятия, конечно, осветить и рассказать, раскрыть их невозможно будет, потому что их так много, в принципе, и о них можно говорить не то что часами, а днями, как говорится.